Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста, конечно. Это часть полевой кухни армейской. И первых людей, которых высаживали здесь, жили в палатках, питались вместе с солдатами полевой кухни. Вот видите, надпись гласит «Касли, Урал, 1941 год». Представляете, сколько накормила она заключенных за эти года? Это у нас Орджоникидзе Серго, стоял на площади в Сосногорске, встречал всех приезжающих и уезжающих. Это вот от камеры дверь. Сейчас там автомастерская. Ребята вот мне передали. А почему именно вагон-теплушка? Ну, вагон, в чем приезжали люди? В вагоне, да. У меня отец жил в таком вагоне. Паровоза не хватает, но это уже слишком. Чтобы собрать в тайге народ, били в рельсы, и люди собирались. Л.И. Янис. Статья 58. Срок с 1937 по 1944. А это что такое? Это я на металломе кусок. Это откуда? Рельс или что. В металломе нашел, представляете? Как писал, какой сварщик был хороший. Хлеб 52 года. За что работали? Вот тут дом есть частный. Мария Павловна живет. Попросила отремонтировать крышу. Мы оставались в залез, там шифер поправлял. Чемодан деревянный. Открываю, бумаги 52 года. Завернута, буханка порезанная. Я ее спрашиваю, она говорит, это мои родители, а родителей нет уже. То есть это они запасались так? Или Ну что? да, сушили сухари на всякий случай. Хлеб такой, что мыши даже не съели. Хорошая находка. Выкопали. Прочитайте в этих очках. Дорогой мамочке, от Полины. В дни заключения 45-й год. Вот На память. Расчет. Все нашли. Там женский лагерь тоже заготовляли. Женщины лес. Правда, не знаю, что это значит. Часы какие-то. Да, часы, а вот что это значит, да. Это колокол с моего поселка Глушь. Если в столицу нашей родины, город Светогор, приедете, до сих пор на вокзале висит такой колокол. Он штатный, на всех вокзалах. МПС. Радио не было. Дежурная выходила. И все выходили. Там Да, везде громко. да. Это орудие труда, чем долбили. Мотыги, кирка. Этот уголь один из первых углей. На Ухтарке найдено, около кузницы, раскопали кузницу. Ради чего столько людей положено, ради чего строилась железная дорога. Шапка принадлежала Урлих, такая фамилия, дядя Артур. Я отчество не знаю, я его называл дядя Артуром. У него судьба такая, его призвали, он закончил Днепропетровское фельдшерское училище. В время войны призвали на фронт, в госпитале работал, на фронте. Потом, говорит, замполит вызывает, говорит, поменяй фамилию, останешься в госпитале. Он, говорит, молодой был, как-то отнесся к этому. Через месяц отозвали в политотдел и отправили в Среднюю Азию врачом. Там сделал аборт, аборты были запрещены. То ли неудачно, то ли стуканули. В общем, привезли сюда, в Ухту. Так и тут и остался. Вот такая судьба. За каждой вещью судьба. Да. Эти таблички у меня большая коллекция, штук 40. С вагонов таблички. Самая старая немецкая. Карлсруhe на границе с Францией вагон был сделан. Видите, камера номер 7. Общая площадь 20 метров. Количество осужденных 10 человек. Это на каждой камере была табличка сколько. До сих пор камеры есть, нары на цепях. Так. Ну туда заходить страшно. Кровля рушится. Подушка, но она вся была такая. Реставрировали. Представляете, сколько эта подушка повидала. Да. Слезы, какие сны снились человеку. Отсюда вывозили с Воркуты уголь. В этот же угольный вагон, открытый, представляете, загоняли людей и так везли. Дождь, холод, в открытом вагоне. То есть сюда поезд ехал с людьми, а обратно с уголем? Да. 44-й год, Америка. Мужчина, он просил свою фамилию не называть. До сих пор боится, представляете? Ботинки не носились.
Он попал в плен под Ленинградом, 32 года, уже семья была, дочка. Был в плену в лагере, потом с лагеря его перевели, работал он на сельхозработах, скотником там. И жил, говорит, на границе с Францией было. И нас, говорит, освобождали американцы. И когда освободили, говорит, выдали костюм шерстяной, ботинки, тушенки дали. Ну, это второй фронт еще называется. Нас построили угнанных всех. И майор советской армии вышел, говорит, желающие вернуться на родину. Родина в руинах. Не хватает рабочих рук. Кто желает вернуться, вас ждут матери, сестры, жены. Шаг вперед. И он говорит, я сделал этот роговой шаг. В Брест привезли, опять, говорит, лагерь. Все отобрали, а ботинки я спрятал, говорит, в рюкзак. И обыска особого не было. На эшелон и повезли. Едем, а кто постарше, что-то, говорит, Днепрогазом не пахнет. Все, едем и едем. Привезли в Абись. Расцвело, одни кресты. Польский лагерь был раньше. Поумирали люди. Ну и, говорит, дали мне 5 лет, 5 поражений в правах. Я пока сидел, жена вышла замуж. И дочка вышла замуж. Так он один и никогда женатый не был. Здесь я остался, в Каджароме жил. Ботинки не носил, а видите, как сделано. И боялся до сих пор, представляете как? Вот тушенка тоже, это второй фронт, свинина американская. 43-й год. Да. Музей мне просили, чтобы назвать спецпереселенцы. Я отказался, а просто переселенцы 20 века. Потому что тут были и солдаты, и вольные люди приезжали. Вот этот диванчик принадлежал Розенфельду такому. Он всю жизнь врачом проработал. Он в Днепропетровске закончил медицинское училище и по направлению прибыл в Ухту и всю жизнь лечил. Зачем отделять кого-то? Отец приехал сам, мать выслали. Ну а что делить? Те люди. Это музей не в осуждении какого-то строили. Это чтобы люди не забывали. Вообще в Ухте напрашивается музей ГУЛАГа. Шапочка. Этот радикюль. Видите, еще перчатки. Даже деньги были, представляете? А кто постарше, уже носил крабовый берет. Уже опыт. Да, опыт был. И радикюль был уже у опытного человека. Радикюль легким движением руки превращался. Радикюль превращается в сумку. На колесах. Да, это опыт. И на Ярославский вокзал за колбасой. Есть такая любовь, та, что жизни длинней, как большая река, все полней и сильней. Чистая механика. Сколько лет мы А сейчас смотришь на певца. Все не натуральное, губы не натуральные, и все. Тут все. И ни облачка нет в ясном сердце твоем. Салют в честь наших родителей.